Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие весы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 29 мая по 4 июня. Мы посмотрим события для вас в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента. Так вы найдете больше подсказок для себя. И не забывайте о том, что это общий прогноз, не у всех одинаково он проигрывается. Также если я не замечаю совпадения какой-либо карты, обязательно пишите мне в комментариях. Я отвечу, что может обозначать данная совпавшая карта. Ну и, конечно же, всем спасибо за лайки, комментарии и за то, что подписываетесь. А главное, за обратную связь обязательно пишите, ребята, как проигрываются данные прогнозы у вас. Итак, смотрим с 29 мая по 4 июня. Да, весы. Давайте-ка будем смотреть ваши события. Верность, верность в отношениях, гармония, верность обещаниям каким-то, верность в паре. Так. Так. У меня почему-то на этой неделе очень мало событий. Правда, у дев было достаточно событий. А так, в принципе, у всех остальных маловато событий. Вы, я смотрю, не исключение. Так, какая-то внезапная новость, внезапный звонок. Придется быстро принимать решение, что-то решать. Радостное событие, радостный какой-то звонок, радостное известие, может быть, или предложение. Или прояснение какой-то ситуации, что-то для себя проясните. Так, есть у нас тут еще какая-то неприятность. Может быть, удачно выйдете из этой неприятности, из этой ситуации. Так, и смотрим, что у нас тут еще может совпасть. Так, письмо еще у нас тут может совпасть. Смотрите, это может быть что-то связано с перепиской, с документами, с каким-то неким письмом. Какая-то новость здесь будет для вас. Или с банковской карточкой. Угу. Смотрим еще, что у нас тут может совпасть. Так. Здесь еще посмотрим здесь. И посмотрим так еще. Кстати, письмо может быть по поводу работы. Какое-то приглашение может быть на работу. Или что-то связано с бизнесом. Есть конфликт еще у нас. Конфликт. И тут. Угу. Ну что, давайте-ка подытожим, что у нас получается. Может быть, где-то вторник, среда у нас здесь гармония, баланс, все хорошо, прекрасно. Но у нас тут есть потом еще конфликт. Смотрите, либо может быть такая ситуация, когда вы
с кем-то поконфликтуете, но и либо что-то разъяснится, и вы будто как успокоитесь. Или будете, знаете, как вот доказали где-то в чем-то свою правоту. Вот здесь у нас все-таки все равно гармония получается и баланс. Вот здесь. Вот это может быть либо до конфликта, либо после конфликта. Вот знаете, гармония, баланс, а потом кто-то вывел из себя. То есть может быть какой-то конфликт, либо наоборот. Поконфликтовали, выяснили какие-то отношения и успокоились. Здесь вот такое его может быть. Дальше идет у нас конец недели. А конец недели у нас также говорит о том, что может быть какая-то мгновенная новость, разрешение какого-то вопроса и вполне возможно тот же конфликт. То есть разрешение какого-то вопроса с помощью конфликта. В любом случае. Но все-таки есть у нас здесь прояснение ситуации, радость и счастье. Новость какая-то. Дальше у нас идет, смотрите, какая-то неприятность в конце недели. Может быть связана с документами, с письмом, с банковской карточкой. Вот здесь вот что-то вот такое может быть. Или какая-то неприятная переписка, какое-то известие вот по поводу неприятностей. Это, кстати, может быть связано также, вот это вот известие по поводу бизнеса, работы, вот что-то с этим связано. А что за неприятность, с чем связано? Дайте-ка посмотрим. Дайте-ка я вот эту свою колодочку любимую возьму. Неприятность. Так, мгновенная новость. Сейчас посмотрим, что за мгновенная новость. По поводу чего? Что-то связано либо в семье, либо что-то связано с договорами. Какая-то мгновенная новость. И вы чему-то опечалитесь. Какая-то новость не совсем приятного характера, да. Так, и неприятность. О чем это неприятность? По поводу женщины или от женщины. Знаете, на что-то вы рассчитывали. Здесь вот, кстати, может быть разрешение каких-то споров, разрешение каких-то конфликтов. Ну, вот этот конфликт, он у нас и нарисовался здесь, да, то есть здесь это все взаимосвязано. Разрешается все достаточно положительно, хорошо, что солнце выпало. То есть этот конфликт, вот эта вот новость какую-то вы узнаете, то, что вам будет неприятно, вполне возможно, какая-то неприятность. У кого-то это могут быть суды, у кого-то это могут быть какие-то разбирательства, конфликты. Но что-то вы можете узнать, какую-то новость, информацию какую-то можете узнать. Либо что-то по поводу документов или переписки какой-то. Но благополучно все разрешается. Это все благополучно разрешается, и будто как все станет на свои места, успокойтесь потом. Так, ну вот такой для вас прогноз интересный. То есть у нас здесь конфликт из-за какой-то неприятного какого-то события, новости, звонка какого-то. Есть у нас здесь неприятность. Неприятная какая-то переписка или неприятность по поводу документов. И конфликт может быть, да? Но все разрешится достаточно благополучно, будете радоваться и успокоитесь. Как-то вот так вот. Вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.